Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Тува-24, в студии Инна Клоян, и я вам расскажу о главных событиях дня. В избиркоме Тувы продолжается подсчет голосов. По предварительным итогам досрочных выборов главы, председателя правительства Республики Тыва, 89% избирателей Тувы проголосовали за Владислава Хавалыга. По региональному избирательному округу в Госдуму лидирует Айдын Сарыглар. О предварительных итогах голосования расскажет Айдан Хавалык. Это были самые конкурентные выборы за последние годы. В них участвовали 14 партий. Конкурс на выборах в Госдуму составлял 13 человек на одно место. Избиратели также проявили активность. До самого закрытия избирательных участков до 20 часов жители Тувы продолжали голосовать. Мы находимся на участке номер 16 города Кызыла и остались последние 10 минут до закрытия участка. И последние избиратели отдают свои голоса. Общероссийское голосование продлилось 3 дня с 17 по 19 сентября. В Туве проходили выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, досрочные выборы высшего должностного лица главы Республики Тыва, дополнительные выборы депутатов местных Уралов-представителей. Машиночитаемое устройство КАИП у нас автоматически подсчитывает голоса. Мы будем сейчас проводить процедуру подсчета голосов, дальнейшие наши действия по гашению, работа со списками и дальше из переносных ящиков, сейф-пакетов будем загружать в КАИБы. Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания левого нижнего угла на бюллетени. И составляется акт. Таким образом, они не будут учитываться при подсчете голосов. Нештатных ситуаций как таковых не было. Люди отзывчивые приходили, явка хорошая была. По предварительным итогам, опубликованным на сайте избирательной комиссии республики, 89,79% голосовавших выбрали Владислава Хавалыга. На выборах по одномандатному округу в Госдуму лидирует Айдын Сарыглар, набравший 89 061 голос. Это 75%. На должность главы председателя правительства Тувы баллотировались 5 кандидатов. Чойганес Иденол на втором месте набрала 3% голосов. Айланма Кангол набрала 2,5% голосов. По данным, опубликованным на сайте избиркома Тувы, на момент окончания голосования 113 424 бюллетеня были признаны действительными. Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» сохранила свои позиции. На выборах по России победили все 12 врио-губернаторов, которых назначил Владимир Путин. При этом у многих избирателей был запрос на перемены. Теперь в Госдуме будет 5-я партия «Новые люди». Они сделали ставку на избирательную кампанию в интернете. Также им помогли удачные дебаты с Арданы Авксентьевой. За выборами наблюдали 500 тысяч наблюдателей, в том числе наблюдатели из 59 стран. Также следили 100 тысяч камер. Они были доступны для всех желающих. При этом все видеозаписи сохранены. Особенностью этих выборов стало то, что наблюдателями и даже членами избирательных комиссий стали известные в регионах блогеры. Айдан Хулых, Буян Оюн, Ангар Оржак, Тува-24. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык прокомментировал предварительные итоги выборов, которые проходили с 17 по 19 сентября. Алдын Кызбуян продолжит тему. Результаты выборов показывают, что «Единая Россия» сохранила свои позиции. Так, по предварительным данным, Владислав Хавалык, выдвинутые от партии «Единая Россия», занимают лидирующую позицию. Как сообщает временно исполняющий обязанности главы Тувы, победа на выборах – это только начало большой работы. Победа на выборах – это не повод для празднования. Тем, кто избран, это начало пути, на котором им каждый день придется оправдывать оказанное доверие. Вопросов еще очень много не решен. Надо контролировать ситуацию, оперативно принимать решения. Поэтому за дело, за работу, дорогие земляки. Более 83% от общего числа зарегистрированных избирателей пришли на выборы. Не только руководители региона, но и отдали голоса за кандидата в Государственную Думу Российской Федерации от партии «Единая Россия». Алдын Кызбуян, Чайхан Дунгак, Мирана Иргит, Тува-24. Завершением капитального ремонта в спортивной школе Кахемского Кажуна здание станет полностью автономным. Дополнительное финансирование в размере 4,5 миллионов рублей, выделенных в рамках 1,5 миллиарда рублей, полученных в этом
году республикой по ходатайству в главы Тувы способствовала завершению ремонта. За ходом работ наблюдал наш корреспондент Сайгын Бирбю. Сарыксебскую спортивную школу посещает около 150 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Впервые за несколько десятков лет юные спортсмены будут заниматься в теплых, комфортных условиях. Кроме того, под этой крышей будут проходить все спортивные мероприятия Кахемского Кажуна. Своя котельная и свое водоснабжение – это создание в спортшколе нормальных условий. Заработают душевые кабины, появится нужная сантехника. Все это было предусмотрено в данном зале постройки конца 80-х годов еще прошлого столетия. Да, не было. Раньше я тоже здесь работал как тренером. Это было уже в 2005 году, после окончания института. И в то время было в зале холодно, да, все равно вот центральное отопление наше не смогла вот это поддержать. Недостаточно. Недостаточно было. И все равно здание старое, вот холодно было, короче. Одной из самых серьезных проблем было отсутствие воды в спортшколе. Раньше проблем у нас было, воды не было вообще. У нас здесь сами свой умывальник сами себе построили, там дети там умывали. Сейчас хорошо, что у нас тут колодец построили. А воду откуда брали? А мы с колодца набрали воду. Набираем. То есть вручную привозили сюда? Да, вручную сюда, да, воду привозили сюда. Сколько километров идти или тут? Ну, отсюда где-то 2 километра колодец есть. И сколько это продолжалось, сколько лет это было? Ну, это уже 10 лет. Все изменилось, когда детско-юношескую спортивную школу Кажуна взяло на баланс Министерства спорта Тувы. С января текущего года начали закупать спортивные снаряды, были выделены финансово-материальные средства и на капитальный ремонт. Начинается демонтаж пола, окон там открыли, кровли. Уже кровли закончили большого зала. Вот сейчас идет ремонт малого зала, крыши. И начали потихонечку полы заливать. Весь тренерский и технический состав с воодушевлением взялся за лопаты, пилы и молотки. Руки и опыт есть. А самое главное, делает все для себя. Здесь задействован в основном тренерский состав и техперсонал. Здесь работает все. В основном и сам даже директор здесь с нами работает вместе. Чтобы здесь работу делаем мы сами качественно, чтобы для себя, чтобы ученики здесь радовались и тренировались. Одним из проблем, которые мы столкнулись, это крыша. До этого она была сделана некачественно и протекала из крыши. И обновили новым материалом, шифрами, и поставили новые шифры. И так-то все по-новому стало, все хорошо. Пока мужчины занимаются ремонтом, инструктор-методист Светлана Цырга уже составляет план занятий для молодых спортсменов. Хорошо, что у нас люди уже понимают, что без спорта никуда. И здоровье, и здоровый образ жизни влияет на наше здоровье. Вот дети с удовольствием записываются на секции, приходят. И все категории детей у нас, какие есть многодетные, из малообеспеченных семей, дети, трудные подростки. Капитальный ремонт Сарыксебской детской и юношеской спортивной школы должен завершиться до начала холодов. По плану обновленная спортшкола откроет юным спортсменам свои двери уже в ноябре текущего года. Сайгын Бирбю, Владимир Сюртюк, Кузел Сарыксерен, Тува-24. По социальным сетям и мессенджерам Тувы разнесся слух о том, что жителям Кызыла перестали продавать уголь из Кахемского разреза. Слух перерос в серьезное беспокойство населения, а некоторые комментаторы подогрели народ другим слухом, что после выборов цена на уголь станет прежней, подороже. Съемочная группа телеканала Тува-24 оперативно провела расследование, чтобы понять реальную картину сложившейся ситуации. Подробности в сюжете Даяна Дансюрюна. Тувинская горнорудная компания перестала продавать уголь жителям Тувы в выходные дни. Такой слух вызвал серьезное беспокойство у населения. А на фоне выборного периода в соцсетях критиканы начали интерпретировать это по-своему, что и вовсе перестанут частным лицам продавать уголь. В действительности же разрез продолжает продавать топливо, но по определенному графику, по которому компания работает уже который год. С физическими лицами, населением, согласно графику, они работают только в будние дни, с понедельника по пятницу. Есть утвержденный график работы Тувинской горнорудной компании. То есть частные лица, они закупают, то есть им отгрузка с понедельника по пятницу. В субботу в основном юридические лица.
так и было. Ну, не знаю почему. Сегодня утром подняли ажиотаж. Это первый момент. Второй момент. Еще поднимали вопрос того, что лимит отгрузки, то есть не менее 3,5 тонны. В принципе, это связано с техникой безопасности, потому что легковые машины это соблюдение техники безопасности, больше 3,5 тонны. Сейчас, как вы видите, на текущий момент вот этот ажиотаж снят. Здесь, видите, что техники нету. То есть все машины, которые были здесь с утра, им отгрузку сделали. И те, которые малотоннажные тоже. Но дыма без огня не бывает. Ажиотаж вокруг угольного вопроса в республике стоит не один год. Юридическое лицо-владелец Кахемского и Чаданского угольных разрезов не только продавали уголь за саяны дешевле, но и покрывали сопутствующие издержки за счет высокой цены внутри республики. В этом видна недостаточность социальной ответственности компании перед людьми, на чьей земле они зарабатывают свои прибыли. Только в этом году правительству Тувы удалось получить цену в 2220 рублей 10 копеек, ранее стоивший почти 2700 рублей. Мы в этом году договорились с нашими соседями, это Майрыкский угольный разрез, то есть чтобы подстраховаться за счет больших объемов на начальном этапе, то есть будет завоз угля с этого разреза производиться, цена отгрузочная с него около 1000 рублей, и цена будет вот такая же, либо даже ниже на угольных складах. С другой стороны, в угольный вопрос вносят путаницу перекупщики. Закупив топливо, они устанавливают цены абсолютно произвольно, тогда как правительством установлен четкий порядок расчета его стоимости. Тоже просим подключиться вот к таким неорганизованным местам продажи, чтобы тоже проводить рейды совместные и контролировать уровень цен вот таких вот продавцов. Хорошо, мы приняли во внимание ваши слова, мы будем это делать, контролировать цены на, как вы сказали, продажи угля в мешках. Примем все меры для того, чтобы и подключим к этому, в том числе, может быть, и мэрию, и, может быть, даже Гортоп. По ценам, регулируемым правительством, в Кызыле продавать уголь будут по следующим адресам. Таежная 3А, Аюна-Курседи 4, Энергетиков 5А, Правобережная 9, Московская 24А. Только мешками уголь отпускают в МУП благоустройства и банно-прачечном комплексе на правом берегу. Некоторые склады начнут продажу уже с 21 сентября. Ажиотажный спрос формирует появление очередей. То оборудование и то количество техники, которое имеется на топливных складах, оно ограничено. Соответственно, Министерством экономики Республики Тыва и правительством Республики Тыва разработан уже и предложен предпринимателям, которые занимаются отгрузкой угля с топливных складов, займ на пополнение оборотных средств, а также у нас продолжает прием заявок на компенсацию части затрат при приобретении оборудования, необходимого для осуществления деятельности. Ценовая политика правительства одинакова для всех кажунов Тувы. В районы уголь уже завезен. Цена на него меняться не будет до следующего периода регулирования. А Тувинская горнорудная компания работает по обычному графику. Даян Дансурюн, Буян Уюн, Кузел Сарыксерен, Тува 24. Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу готовят к назначению вице-премьером Российской Федерации и полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил источник «Проспект Мира». Новым министром обороны, по данным собеседника, должен стать начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кадровые перестановки должны произойти вскоре после выборов депутатов Госдумы Российской Федерации. Кроме того, по данным собеседника, Сергей Шойгу возглавит наблюдательный совет госкорпорации по развитию Сибири. На создание новой госструктуры планируется выделить 90 миллиардов рублей. Праздник животноводов «Надом-2021» проведут 24 сентября с соблюдением санитарных мер, без зрителей. Это будет праздничный выходной день. Чемпионат Республики Тыва по национальной борьбе «Хуреш» среди 128 борцов, который будет проходить в спорткомплексе «Субидей», будет транслироваться онлайн. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте регионального правительства. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клаян. До встречи в эфире.